Бескрайние просторы Северного Кавказа. Этот регион является одним из перекрестков цивилизаций, где остались следы многих народов и завоевателей. Здесь пересекаются различные религии, философии и искусства. Как известно, на Эльбрусе Зевс приковал к скале Прометея за то, что тот подарил людям огонь. И, может быть, поэтому огонь творчества и созидания не угасает на этом месте тысячелетиями. Среди ярких представителей абазинского народа Муса Экзеков, президент Международного объединения по развитию абазино-абхазского этноса Алашара. Предприниматель, меценат, общественный деятель, российский ученый, мастер спорта по вольной борьбе, почетный профессор Санкт-Петербургского технологического института. Экзековых в ауле больше, и фамилий больше, чем все остальные фамилии. Их много. И весь род в ауле значится прекрасным, со своим этикетом горским. Они в этом ауле на хорошем счету, и, наверное, и будут и после этого. И нынешнее поколение, все экзековы, они все порядочные. Как говорят, в разведку с любыми из них можно пойти. На нем даже с мальства было видно воспитание дедушки. В нем доминировало что-то взрослое уже, по-взрослому мыслью. Я вырос в такой семье, но удивительной. Меня вот воспитывал дедушка, там при живом отце, при живой матери, но фактически вот все время был с дедушкой. В маленьком возрасте научил сено косить. У нас было хозяйство домашнее, лошади, коровы, овцы. Дед хороший был очень. Он сам тоже говорил, вот Муса будет хорошим человеком, вырастет, потому что он на меня, говорит, похож. И черты все, говорит, как у меня, у него. В ауле говорят, как Азиз поговорил, Азиз это его дедушка, как Азиз говорил, как Азиз сказал, как Азиз определял погоду. Вот сено косить, скашивать траву, болеть, будет должен 2-3 дня или нет. А у него спрашивали, и он точно в попад говорил. Такой человек был неграмотный, но умный человек. Мать работала на заводе, отец работал в совхозе. Бабушка дома находилась, всех нас кормила, поила. В нашем доме постоянно присутствовало огромное количество детей. Это минимум 10 человек и, в общем, до 30, до 40 могло быть. Соседские дети, считая, как наши, в одном доме они жили, потому что он дружил со всеми, хорошо общался, хорошо относился. С ним можно было говорить как с взрослым человеком. Он взрослым мыслил, уже не по годам. Я тогда уже заметил его. И с ним были неплохие ребята, там коллектив хороший был. И в том хорошем коллективе немало и Мусы, который буквально настраивал на то, что класс должен быть лучший на всех соревнованиях и во всем. Ну, скажем, по баскетболу он был капитан команды, не просто участник этой команды, а капитан команды. А по росту там куда выше его были. И все по его указаниям работали. Еще хочу отметить, что вот в селе, в каждом дворе были турники, брусья и так далее. Все занимались спортом. Но у нас не было ни одной секции в селе, не было тренера. Но мы сами тренировались. Дедушка рассказывал такие удивительные рассказы все время, истории
что мы все время просили, даже одну и ту же историю, там, может быть, там, после 50 раз рассказывал. Но он в таких цветах это все говорил. Когда он рассказывал о каком-то герое, на каком коне он сидел, какая уздечка была. Я все помню, там, какое седло, как вот там лошадь дышала там, под ним, как она там танцевала там, и так далее. То есть все эти эмоции, они во мне живут до сих пор. Скакал на скачках, очень любил лошадей, страстно любил лошадей. Там, на ходу соскакивали, запрыгивали. То есть все, что там в кино видели, там, пытались повторять там, в жизни. Это было здорово. Считается, что лошадь для Абазина – это продолжение его самого. Это гармония, это сила, это красота. И, конечно, лошади уделяли огромное значение. Человека оценивали в зависимости, на какой лошади он, как он сидит. Если вот посмотрите на там, сельских ребят, когда они на лошадях, они сливаются с лошадью, они в гармонии с лошадью. И вот это ощущение единения, оно все как с молоком матери впитывается. И в этом плане лошадь, конечно, является таким очень важной основой для воспитания ребенка. Муса вот с первых классов и до 11 учился хорошо, учителя его любили. Вот как поехать надумал в Питер, вот к преподавателям ходил, задания брал по физике, по математике. Все сам, все дома читал, решал, потом им показывал, чтобы поступить легче было. Я закончил школу на одни пятерки. И в 16 лет, мне еще 17 не было, в 16 лет я уехал в Петербург. Поступил в Ленинградский технологический институт имени Ленсовета на техноложке. Я любил физику в школе и пошел в приемную комиссию. И когда начал рассказывать, что я хочу, как хочу, предложили поступить на кафедру технологии радиохимических процессов ядерной энергетики, где много физики. Дело в том, что он поступил в технологический институт, по-моему, в 1981 году. В те годы каждое высшее учебное заведение, обычно на его базе формировалась какая-нибудь команда. В частности, у нас футболисты процветали. И у нас процветала еще сборная команда по борьбе. В разговоре как-то выяснилось, Муса Хабалич по осанке и так далее, по фигуре видно, что он такой крепкий человек, натренированный. И он говорит, а я же борец был. Вот, тут мне стало все ясно. У нас для борцов была дорога открыта. Поэтому всегда следили, как он сдает вступительные экзамены, там беспокоились, чтобы смотреть в будущее институтской команды. И вот он тогда, значит, проявил активность, и поддержкой была ему обеспечена. Поступил в технологию, и он никогда об этом не жалел. Я часто приезжала, ни один поезд не пропускала, наверное, и в конце месяца, и в начале месяца. Я им все время посылала продукты, помогала, деньгами помогала, конечно. Они же не работают, за ними надо смотреть. На первом курсе одна тяга – это, значит, удержаться в институте, чтобы не выгнали.
Потому что такой контраст между школой и вузом, чтобы привыкнуть, это надо еще иметь силу воли. Вот, кстати, насчет силы воли, ее хватало у этого молодого борца. После окончания института Муса Экзеков несколько лет проработал на заводе химико-лабораторной посуды «Дружная горка». В 22 года он стал начальником цеха, а затем и главным технологом завода. В 90-е он организовал собственное дело по изготовлению и продаже изделий из художественного стекла. Дела шли в гору, и молодой бизнесмен решил поступить в аспирантуру в родном институте. Я пришел на кафедру стекла, которую я заканчивал, к заведующему кафедрой. И я поступил в аспирантуру. Я единственное попросил руководителя, чтобы он мне дал тему циркония содержащих флуороламинатные стекла для волоконной оптики. Оптические волокна, будущее наше сейчас настоящее, без него невозможно, тогда зарождалось. И вот диссертация кандидатская его я специально взял почитать, сделал закладки. Вот она посвящена производству этих стекол. И вот в заводских условиях, я не сомневаюсь, что это он там начинал творить. Уже потому что такие печи здесь сложно сделать. Вот. Он смог сплавить десятки соединений. Муса проявил твердость, то, что он защитил диссертацию, по-моему, в 1993 году, чем подтвердил свой уровень мышления, постановки вопросов, умения их решить. Я считаю, что это сделано было мало того, что в трудных условиях производства, но еще вдобавок ко всему и в трудных условиях жизни, когда не было ни продуктов, ничего. Я занимался бизнесом весь день. С утра пораньше вставал, и вот где-то в 6 часов заканчивал бизнес, и вечером шел писать диссертацию, и где-то до полночи я этим занимался. 3 года. От зари до зари, ну как, там, с 6 до 12 ночи каждый день. За 3 года вот удалось сделать шикарную диссертацию, получить действительно на практике очень хорошие материалы, очень хорошие образцы. Целеустремленность у него – это черта характера 100% проявляется. Если он берется за какое-то дело, я могу вам сказать, всегда положительно заканчивается. Получил диплом кандидата технических наук. 1 раз открыл, посмотрел и забыл. В 1998 году наступил ключевой момент в карьере молодого бизнесмена. На торгах был приобретен заброшенный недострой в Выборгском районе. На месте Гранд Каньона была ткацко-предельная фабрика. И вначале думали, что здесь будем делать некое производство. В общем, пришло понимание того, что, конечно, здесь можно эту территорию развивать, можно сделать торговый комплекс. Я нашел уникального архитектора, крупнейшего архитектурного бюро. Он 2 недели писал, потом оформил это в виде конструкции. И все очень здорово сложилось, и вот получилось то, что получилось. На мой взгляд, почти на 100%, он смог мои мысли оформить вот в виде такого архитектурного решения. Поздравляем вас с замечательным праздником, с открытием торгово-развлекательного комплекса, который называется Гранд Каньон. С праздником, дорогие друзья! Муса Бабаевич Экзеков, под ваши аплодисменты, прошу.
красивый, грандиозный комплекс будет радовать вас. Я надеюсь, каждый день мы приложим для этого все усилия. Здесь была фабрика «Искра», прядельно-ткацкая, а вот здесь стояли трехэтажные бетонные сооружения недостроенного корпуса. Но сегодня мы видим совершенно прекрасный комплекс Гранд Каньон, и самое главное, что созидание руководителя всей структуры всего комплекса, президента его, Муса Хабалевича Экзекова, акцент на будущее, на завтра. Настоящий бизнесмен – это еще и меценат, который мечтает сделать нашу жизнь краше, а территорию развития комфортнее. И Муса Хабалевич делает подарок городу в виде крытой пешеходной дороги от станции метро до торгово-развлекательного центра Гранд Каньон. Сейчас, открывая пешеходную дорогу, мы понимаем, что это не бизнес-проект, мы понимаем, что это вклад на несколько десятилетий вперед, так как территория пользуется и будет пользоваться успехом с каждым годом все больше и больше. Когда ты видишь уникальный центр города, вот эти все фонтаны, все эти скульптурные композиции. Очень хотелось к тому месту, где мы развиваем территорию, создать что-то похожее на то, что есть в исторических местах Петербурга. Мы находимся на улице Шостаковича, мы развиваем территорию. И для нас это была честь создать здесь, в скверике на углу улицы Шостаковича, памятник Шостаковича. Были разные дебаты, естественно. Говорили, что там нужно в центре построить. И была создана комиссия очень серьезная. Когда был объявлен конкурс и определено место, Максим Дмитриевич был изначально в недоумении от такого места, зачем ставить там, далеко от центра города. И это была одна из доминирующих тем обсуждения идеи установки памятника Дмитрию Шостаковичу. Но благодаря Мусе Хабалевичу, его целенаправленности и его видении в дальнейшем, что будет далее, то есть настолько он был уверен, что он сделает так, как хочет, и так, чтобы все это всем понравилось и было очень убедительно. У него было такое видение. Это я потом посмотрел хронику записи, он тогда уже об этом говорил. Конкурс был объявлен в Союзе художников. Там участвовало очень много скульпторов, много архитекторов, художников. И я тоже участвовал в этом конкурсе. Жюри проголосовали во втором туре и выбрали мою работу. Это сидящая фигура, эмоционально замкнута в себе и в напряжении рука, музицирующая, сочиняющая. И вокруг абстрактное какое-то решение нотных листов, времени, листьев, лет. Накануне, в день рождения Дмитрия Шостаковича, в Петербурге появился памятник великому музыканту. Шостаковичу сегодня под музыку Шостаковича открыли памятник Шостаковичу, хотя сам композитор в этом месте города никогда не был. Дмитрию Шостаковичу открыли сегодня в Выборгском районе. В Петербурге открыт памятник Дмитрию Шостаковичу. Сегодня день рождения великого композитора. Себя довольно. Говорят, скульптор Константин Гарпач изваял композитора таким, каким он был в жизни. Мне почему нравится этот памятник, потому что во многом совпадает. Вот какие-то черты, вот эти характеры, незримые даже. Художник готовился серьезно. Перечитал биографию композитора и воспоминания современников. Пару строчечек из 7-й Ленинградской симфонии я вставил. Этот вариант совершенно очень приближается и, так сказать,
и внешнее, и внутреннее. Мне нравится очень внутреннее напряжение этого памятника Шостаковича, который сидит и слушает музыку где-то такое. Это ухвачено что-то очень большое. Сегодня уже к нашей радости, к нашему удовольствию конкурс выиграл Константин Горопач. И, конечно, он создал уникальный совершенно памятник. И вы прочувствовали, насколько трогательно вот Шостаковича он сделал. Вот если посмотрите, Шостакович живой. Он реально живой. Вот настолько вот у него пальцы насыщены вот этой энергией. И когда вот композиции играют, такое ощущение, он продолжает сочинять их. Такое ощущение, что он продолжает вот эти ноты набирать. И я убеждал комиссию, почему здесь еще нужно делать, потому что к нам в Гранд Каньон каждый день приходит несколько десятков тысяч человек. Они ходят мимо этого памятника 2 раза в день. Для молодежи очень важно знать, кто такой Шостакович. И более того, чтобы они слышали композицию Шостаковича, мы сделали не просто памятник. С 9 утра до 9 вечера каждый день играет композиции Шостаковича. Стало понятно, что это все настолько благодатно и настолько это приносит удовольствие и отдачу позитива. Вся группа, все, кто занимался этим проектом, да, получили буквально удовлетворение от результата. И потом пошли далее другие проекты, в частности, проект «Времена года». В продолжении общения возникло очень большое желание создать некую музу такую следующую. И, конечно, «Времена года» — это взрыв эмоций наших. Наш город становится все прекраснее, ведь в нем регулярно появляется что-то новое. Вот и сегодня мы собрались для открытия уникального скульптурного проекта «Времена года». Сегодня праздник любви, праздник благодарности.
То, что вы видите сегодня, это то, как мы стараемся показать свое уважение к вам. Поздравляю вас с праздником! Добро пожаловать в мир новых эмоций! Спасибо большое! Спасибо, что вы с нами! Появился, если можно так по-простому сказать, возможность через Константина Гарапача развивать свое видение, свои эмоции, свой путь по огромному желанию делиться с людьми своими чувствами, своими эмоциями. И Константин Гарапач очень гармонично вписался в эту страсть и в это желание. Безусловно, во всех скульптурах я вижу энергию. В каждой линии я вижу энергию. Когда я ему говорю о том, что я вижу, он тут же сидит, тут же рисует. Пока мы разговариваем, он уже создает эту скульптуру. Любое его замечание всегда мне в плюс. Всегда в плюс. Его видение, видение талантливого человека очень важно. Даже если я его не принимаю, вот как бы буквально, да, вот сделаю тут так, то есть я как бы смотрю с его стороны уже на свою работу. Очень важно. Когда Муса Кабальевич мне звонит, говорит: слушай, вот там кубидоны, совершенно здорово, классно. Но хотелось бы, чтобы, вот, представляешь, так вот, чтобы он стрелял, чтобы вот просто чувствовалось вот это движение, это желание его попасть со своей золотой стрелой в сердце влюбленных. Вот чувствовалось, что он сейчас выстрелит, это желание должно быть на кончике стрелы. Ну, я это вдохновляюсь. Для нас очень важно, чтобы люди, которые приходят к нам, чувствовали наше внимание, наше уважение к ним, чтобы они отдыхали, чтобы они восстанавливались. Если по-простому сказать, чтобы они приходили к нам за хорошим настроением. В будущем дети будут создавать и строить очень красивые пространства. Они помнят, что они здесь смеются, улыбаются. Эти цвета создают для них яркие ощущения, яркий мир. Мы закладываем настроение и эмоции. Мы закладываем желание быть в красоте.
Мне кажется, что это, наверное, самое главное, то, что мы делаем здесь. Мусей Хабалич считает, и его философская кредо, что вообще наше продолжение в детях, да, то есть, как мы все знаем, но он это конкретно воплощает в жизнь. Какие мы сегодня, такие наши дети будут завтра, да, как мы детей воспитываем, такие наши будут, память такая останется в дальнейшем, и наше, в конце концов, будущее будет таким же. И вот у него идея сделать фонтан «Дети в хоровод». Держа друг друга за руки, дети со всей планеты показывают нам всем, что нужно оберегать мир, и что дети – это настоящее и будущее наше. Мне, конечно, очень хочется верить, что это помимо, скажем, развития бизнеса, да, это еще и делается для того, чтобы было хорошее настроение, чтобы люди, которые сюда приходят, чтобы у них была какая-то радость, наверное, в душе при созерцании прекрасного. Вы знаете, когда ты искренне ищешь путь создания комфортного пространства для развития детей, для развития семьи, вокруг тебя начинают тоже собираться очень талантливые, очень преданные своему делу профессионалы. Мы вместе, на самом деле, очень здорово создаем формы, с помощью которых мы объясняемся в любви к людям. Все, что мы делаем не для себя, мы делаем для людей. А мы делали несколько лет подряд фонтаны, и не только фонтаны, там много других скульптур, и у меня появилась идея сделать как-то обобщающую такую скульптуру на тему, которая нам понятна, а именно вдохновение. Вот это я все обдумал в начале, всю концепцию, всю идею, потом показал это все Мусею Хабаличу Экзекову, и он загорелся. Для нас было понятно, что это общее состояние вдохновения. Я очень часто замечал и слышал от Мусея Хабалича, как он сам говорит об источнике вдохновения буквально. Вот. У нас как раз Мусей Хабалич в этом смысле очень близкие представления о воздействии на себя, на людей, на нашу жизнь, в общем-то, что важно, что не важно, и как увлечь других людей. Вот, в частности, мы в данный момент увлекаем именно вдохновением.
Почему я благодарен Всевышнему еще? Он меня свел с Константином Гарпачем. Он, я считаю, выдающийся скульптор, но он еще больше человек. Это уникальный совершенно человек. Это настолько вот тонкая материя. Когда ты готов делиться своими чувствами, своими эмоциями, когда хочешь и можешь передавать свои эмоции, свои чувства другим людям, это очень здорово. Я вообще считаю, это главный смысл жизни. Петербург пленяет сразу, влюбляет в себя навсегда. Город настолько удивительный, он призывает тебя к ответственности, выравнивать осанку. Когда ты вот это все видишь вокруг себя, хочется что-то, хоть маленькую толику своего внести, что-то такое вот красивое сделать. Сегодня мы с вами участвуем в редком, знаменательном и радостном событии. Музей Александра Васильевича Суворова принимает в дар от благотворителя, мецената Мусы Хабаровича Экзекова макет-реконструкцию последнего парада Российской императорской гвардии в 1914 году на Марсовом поле, которое Муса Хабарович приобрел у немецкого коллекционера в Берлине, господина Руперта Байера. 2564 оловянных фигурки. Над этим макетом работали в общей сложности порядка 50 лет русские, немецкие, французские униформисты, художники, граверы, военные историки. Муса Хабарович Экзеков очень быстро откликнулся на нашу просьбу и приобрел этот макет для нашего музея. Тем самым, Муса Хабарович, вы подтвердили, что традиция российского меценатства жива и сегодня. Я искренне хочу поблагодарить вас, Муса Хабарович, за этот замечательный подарок городу, музею, всем петербуржцам. И уверен, что он займет самое достойное место в уникальном первом в России музее оловянных солдатиков, который будет открываться в следующем году. Спасибо огромное. Я благодарю Всевышнего, что мы все здесь сегодня по такому замечательному событию. Петербург, музей Суворова обрели новую культурную ценность. Надеюсь, что эта коллекция подарит не только эстетическое наслаждение посетителям музея, но и мотивирует их к изучению славной истории Петербурга и России. Спасибо.
Спасибо большое. Спасибо. Я уверен, что это, во-первых, душевные качества, прежде всего. Люди высокого духа, высокой души. Это первое. А второе, конечно же, любовь к родине, любовь к городу, любовь к культуре нашего многонационального народа. И, конечно, Муса Хабарович вполне отличается вот этими качествами. Вы знаете, меценаты, мне кажется, можно разделить на несколько категорий. Да? Одни из них просто оставляют след в истории, по зову сердца, что ли, по зову своей души, делают совершенно, может быть, те вещи, которые они считают необходимыми. Наш сегодняшний герой как раз человек, который думает об обществе в целом, а не только о себе, да? Потому что очень много он добрых дел оставил в Санкт-Петербурге. Это человек, который понимает ценность того, что он приобретает. Это человек, который любит ту страну, в которой он живет. Когда были тяжелые времена, да не у нас сейчас, кстати, тоже не особенно легче, когда он приходил ко мне, всегда после приветствий взаимных вопрос от него всегда шел: Анатолий Сергеевич, какая помощь нужна институту? Вопрос: какая помощь нужна институту? Вот это я очень ценю, понимаете? Если Муса оказывал помощь, то это гораздо больших масштабов. И, во-вторых, он никогда не афишировал это. Так вот, я могу сказать, что он одну кафедру полностью за свой счет отремонтировал, полностью. У меня был случай тоже тяжелый, когда у меня были серьезнейшие проблемы, он мне тоже помог с лечением. Тогда был тяжелый случай у меня. Ну, а судя по достижениям, конечно, у него достижения очень существенные. И я думаю, его-то народ как раз гордиться должен им и такими же людьми, если они есть. Они наверняка тоже есть. Куда бы я ни пришел, независимо от меня, я смотрю настроение людей. В любую точку планеты, если люди улыбаются, значит, здесь хорошая энергетика, здесь все правильно. Неважно, старые дома и так далее. Самая большая моя мечта, чтобы в России каждый улыбался, чтобы у каждого было хорошее настроение. Тогда не будет ни туч, ни облаков. Важно, чтобы каждый из нас делал все возможное, чтобы хотя бы одному человеку рядом стало лучше. Я вот могу сидеть на скале, далеко смотреть в море, а я вот туда смотрю, а вижу людей, которые вот не несчастны. Может, я ненормальный человек?